ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами. Так, безработица в стране остается на рекордно низком уровне. В июне она составила 2,4%. Он отметил, что власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства. За первое полугодие текущего года Ингушетию посетило более 61 тысячи туристов, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году. Вырос и номерной фонд региона. На данный момент в республике действуют 622 номера, что на 19,6% больше, чем в 2021 году. В Сунжинском районе создано 3 новых туристических маршрута. Сейчас их общее количество 34, включая один национальный протяженностью 282 километра. С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Теперь решение об установке камер ГИБДД могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, а также ее владелец. При этом решения согласовываются с ГИБДД. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается. С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявления на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний на портале госуслуг. Решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется граждан, строящих дачные или жилые дома, и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты. В 2022 году появилась возможность подавать заявления на подключение к электросетям через портал госуслуг, но распространялась на подачу таких заявлений только в крупные энергокомпании. С 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации. Время, которое россияне тратят на работу, достигло максимума с 2014 года. Средний показатель по России в 2023 году продлился до 38 часов 12 минут в неделю, следует из обследования рабочей силы, опубликованного Росстатом в августе. В перерасчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам. Впервые за 11 лет наблюдения отметку в 37 часов пересекли женщины. У мужчин же показатель более стабильно высокий – 39 часов 12 минут, говорит статистика. Также Росстат обнародовал промежуточные подсчеты за первый квартал этого года. В среднем с января по март россияне трудились по 38 часов 28 минут в неделю. С 2024 года для получения пенсии потребуется 15 лет страхового стажа, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он уточнил, что страховой стаж отличается от трудового. Страховой стаж включает период, когда работодатель вносил страховые взносы за работника. Чем больше перерывов, тем меньше пенсионные накопления. Однако декретный отпуск не считается перерывом в работе и не влияет на стаж. Права матерей защищены, и увольнение женщин в декрете или матерей-одиночек с маленькими детьми недопустимо, заключил парламентарий. В России могут появиться 4 новые льготные ипотечные программы. Предполагается, что они будут предназначены для молодых специалистов, а также тех, кто работает в строительстве, науке и промышленности, сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению парламентария, несмотря на то, что льготная ипотека с господдержкой завершилась 1 июля текущего года, в России должны появиться новые дополнительные меры поддержки тех, кто хочет приобрести свое жилье. Глава комитета считает, что прежде всего введение новых программ должно касаться промышленности, так как необходимо обеспечить льготные условия для ценных специалистов, особенно для тех, кто занят на высокотехнологичных производствах. Рассматривается и введение строительной ипотеки в регионах, где планируется большое строительство.